Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, что совсем скоро станет явным и понятным для вас. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну давайте будем разбираться, что же скоро станет явным и понятным. Здесь у меня семья, но семья достаточно большая. Много-много лиц, много людей. Знаете, как даже какие-то ячейки, да, семейные ячейки идут. Но у кого-то отыграется момент понимание, кто все-таки в этой семье хороший человек, а кто не очень, кого нужно остерегаться, опасаться и держаться подальше. Возможно, те люди, кого вы так сильно любили, либо на кого вы делали вот все ставки, думали: о, вот это мой родственник, никогда ничего плохого мне не сделает, да, никакой беды мне не принесет. Не на тех, возможно, надеялись. Вот как я вижу, помогут вам те, либо заступятся, либо помогут, либо что-то для вас делают, кто для вас был, ну, персоной нон грата, да, возможно, это даже не ваши кровные родственники, а, например, родственники вашего мужа. И вы считали, что они там какие-то не такие, там вас не любят, плохо к вам относятся. Может быть, и правда вы там скандалили, ругались. Но именно в трудную минуту, минуту нужды, знаете, как зова помощи, ваш зов о помощи, к вам придут те, кого вы не ждете. Вот придут, и сами помощь будут предлагать, и сами будут помогать. Вот у вас как идет переоценка ценностей. Вот действительно, кто хороший, а кто, ну, просто называл себя хорошим, да, либо просто был в ваших глазах хорошим. Хотя по факту человек, ну, как бы выберет себя, свой интерес, скажем так, свою выгоду будет искать. Для кого-то это будет очень неприятный момент, особенно если это ваш родственник, ваш кровный родственник, да, родственник, в которого вы вкладывались, кого вы там холили, лелеяли и помогали. Да, человек может просто, ну, повернуться спиной. Да, кому-то скажет: извини, но своя рубаха ближе к телу, а кому-то даже и ничего не скажет, как будто бы так и надо. Но я не могу сказать, что прям сильное разочарование. Скорее, вот действительно глаза откроются. Глаза откроются, и переосмысление идет, да? Переосмысление, что все в жизни не настолько однозначно, что есть люди действительно, ну, такие подхалимы, что ли, да? Либо умеющие прикидываться. И тут родство уже не имеет никакой связи. А есть люди, которые, наоборот, достаточно, ну, громкие, я не знаю, прямолинейные, но при этом, когда они видят человека в беде, они всегда придут, помогут. И не будут там вспоминать прошлое, там какие-то конфликты вспоминать. Вот, в принципе, событие само по себе судьбоносное. И это событие перед вами открывает, ну, как, знаете, дорожку, новый виток в отношениях. В отношениях как и с близким человеком, кого вы теперь будете немножко так на расстоянии держать, и с тем, кого вы в новом свете, как говорится, увидите. Да? Там вот и сближение пойдет. И знаете, как за добро, и у вас так отношения прям хорошие станут, очень хорошие. Так, идем дальше. Вот здесь у меня мужчина женщине делает предложение. У кого-то из вас отыграется, что это предложение руки и сердца, да, то есть мужчина так и скажет: будь моей женой, да, давай будем вместе. А у кого-то отыграется, что это предложение именно по работе, да, мужчина предлагает должность, предлагает место,
предлагает, ну, как, не знаю, подработку, может быть, даже какую-то. То есть предложение от мужчины идет. Предложение двойное. Вот именно как бы два предложения идет. Либо одно, а за ним еще одно последует. Вот. Женщина у меня тут улыбается, у нее в руках, смотрите, как и монетка, и звездочка. То есть, как исполняется ваша мечта. Вот это предложение от мужчины исполняет вашу мечту. Возможно, мужчина действительно, ну, давно как-то за вами наблюдал, мы ему нравились, но при этом он никак себя не проявлял. Вот, вы тоже на него посматривали и думали, ой, какой хороший мужчина, что ж он такой вот нелюдимый, да, либо почему он не общается со мной, почему он себя не проявляет. Может быть, вы чувствовали, что вы ему нравитесь. Вот возьмет, смотрите, и сделает. А у кого-то из девочек отыграется, что вы несколько лет там вместе провстречались, кто-то даже жил вместе, а мужчина никак не делал предложение, вот действительно все это оформить. Вот возьмет и сделает. Так, кто-то из девчоночек мечтал работать, причем работать на какой-то, может быть, должности, да, занимать какую-то должность, какую-то специфическую работу сложную делать. Может, вы мастер от Бога, да? Вы это знали, а другие нет. Вы хотели себя реализовать. И вот он, мужчинка, вам предложит, увидит ваш талант, да, поверит в вас, в ваш талант и сделает вам предложение вот у него поработать. Очень хорошее предложение, судя по тому, что еще и двойное, то есть двойная выгода, либо двойная польза вам от этого пойдет. Ну, по звезде, как исполнится ваша мечта. Девочки, живем, радуемся и идем в будущее. Кто тут на себя крестики ставил, кто там себе пророчил пустоту и забытие, вы ошибались. Здесь вот все девчоночки, вот любого возраста, сколько бы вам лет не было, вот кто зашел на мою отсыпочку, поверьте, вам, вот видите, это вы, вот счастливая фигурочка такая стоит красивая, и в руках такая большая красивая звезда. Вам поймать вашу звезду. Эта звезда будет светить только для вас и освещать вашу дорожечку. Так, следующий момент. Момент связан с каким-то делом, уходом, либо учебой. Вам либо предстоит, либо вы уже обучились, но никогда свои знания не применяли. Либо, ну вот, кому-то понадобится ваша забота, ваша помощь. Вы вроде как знаете, на теории знаете, да, а в практике не применяли. Вот идет момент испуга у вас, да, вы сначала испугаетесь, а потом как сделаете, а потом как порадуетесь, а потом как поймете, что вы на самом деле можете. И можете гораздо лучше, чем другие. Ну, кто-то будет ухаживать за человеком больным, кому нужна помощь, действительно уход нужен. А у кого-то есть водительское удостоверение, а вы все боялись машину водить, а теперь, как видите, на машине будете рассекать и туда, и сюда. И прям такой водитель от Бога, да, идет у меня. Ну, а кто-то обладает какими-то специфическими знаниями, полученными когда-то там давно-давно. Причем, знаете, как вы знания получили, но ни разу так и не применили. А тут придется. А вы все помните, а вы все понимаете, а вы все знаете. Ну, вот прям блеснете. Не бойтесь, хотя, в принципе, что я вам тут говорю, вижу, что испугаетесь. Знаете, что все очень хорошо закончится. Очень хорошо. Это ваше. Вот то, чем вы будете заниматься, где себя проявите, свои знания проявите, это ваше. Бояться вам нечего. Так. Ну, здесь у меня достаточно большой петух вышел. Только как-то странно он стоит. Еще с левой стороны. И его два человека поддерживают или попытаются удержать. Как за лапки его держат. Но петух — это какое-то признание, это какой-то успех, это какие-то достижения. Знаете, вот одних отыграется, что вы никак не можете добиться успеха, да, получить вот свою награду, потому что двое вам мешают, вот как двое вас держат, не пускают. Может быть, критикуют, может быть, заставляют сомневаться в себе, может быть, даже у кого-то прям банально отыграется, что вас куда-то не выпускают, не отпускают и как перекрыли вам дорогу.
Знаете, вот поймете, да, поймете, что происходит, поймете, кто вам мешает, поймете, почему так все вышло. Потому что вот на петухом, видите, тут такая большая лилия. Ну, лилия — это королевский цветок, понимаете, это большой знак. Знак действительно и богатства, и успеха. Вот, 2 человека вам перекрывают. 2. Как только вы поймете, кто, созреет план, да, родится мысль, что с этим делать, как поступить. Вот. Избавитесь от этих 2 палок, да, которые в колеса вам вставляют. Ну, все, поедете, вон, и лилию свою получите, и все у вас замечательно будет. Вот. И вижу, что будете избавляться. Ну, потому что то, что вы хотите, вот оно рядом. Руку протяни. А вас, понимаете, вы только рукой тут тянете, а вас бьют по этой руке. Зачем бьют? Ну, завидуют. Знаете, просто банально завидуют. А у кого-то отыграются, что боятся, что потеряют вас, да, что вы там загордитесь, что вы куда-то уедете, переедете, там лучше жить станете, опять же таки, да. Может быть, контролируют вас эти люди, привыкли вас контролировать и думают, ну все, трава не расти, там все равно, как она там живет, плохо ей хорошо, главное, что под нашим контролем. Да. Такое тоже бывает. Но вам суждено узнать, и вам суждено принять меры. Понимаете, вот эта лилия, она просто так не дается человеку. Эта лилия, это дар от рождения идет. То есть вот в судьбе, да, в книге судеб прописано, что именно этому человеку к таким-то годам, либо в таком-то деле суждено добиться большого успеха. Вот. Ну, тут мешай, хоть не мешай, все равно то, что ваше не уйдет. Вижу, что нервы, конечно, потратили, но еще придется, конечно, с этим всем разобраться. Но вы разберетесь. Я вижу, что вы и разберетесь, и лилию получите, и жизнь свою однозначно улучшите. Обязательно улучшите. Так, у кого здесь неприятность за неприятностью? Особенно все, что касается здоровья и денег. Деньги. И знаете, как еще? Вот сначала ушло здоровье, либо начало уходить здоровье, а потом и деньги начали уходить. Вот у кого так в жизни было, это про вас. Здесь явно шло очень сильное магическое воздействие, энергетическое воздействие. То есть вас тут и пробивали, и портили, и что только не делали. Очень много негатива вижу, очень много. Вот. А вы все там по больницам бегали, и диагноза вам никто нормального не ставил, и лечения нормального не было, только подлечат туда-сюда, опять заболела, а денег все меньше и меньше, ну, как бы тартарары, жизнь летела в тартарары. Значит, я не могу сказать конкретно, как, где, у кого, но вы узнаете, вы вот досконально, вот все прям детально узнаете, кто что делал, Многие даже найдут подклады, крадники и даже какие-то, не знаю, как бы это помягче сказать, останки. Вот мне почему-то идут останки животных. Косточки какие-то, да, вот что-то вы понаходите. Делали, очень сильно делали. Так, главное, что вы узнаете, кто делал, и главное, что вы сможете отделать это все, отделать и еще и назад вернуть тому, кто делал. Избавитесь вы от этого негатива большого, избавитесь обязательно. И жизнь, она ведь наладится, действительно наладится. И здоровье восстановится, и смотрите, и финансы восстановятся. А здесь вот именно делали. Может быть, вы к мастерам будете обращаться, может быть, ну, как, знаете, там, кто вещий сон увидит, да, кто сам практиковать будет, кто молитвы будет очень хорошие, сильные, правильные читать. Но вижу, что идет правда, идет остановка этого негатива и избавление от этого негатива. То есть у меня, видите, человечек под листочком стоит, да, а листочек от цветочка. Но это ваша будущая жизнь. Такая вот свежая, зеленая, как бутон еще раскрыться придется, да, еще цвести и пахнуть, как говорится. Все будет, мои милые, все обязательно будет. Главное, что найдете вы эту причину гадкую, что вам жизнь попортила, и сможете от нее избавиться.
Так, следующий момент. Момент связан с отношениями. Но здесь какие-то отношения очень тяжелые, натянутые. Мужчина такой, знаете, как манипулятор, что ли, абьюзер, манипулятор. Вроде как и неплохой человек, либо поначалу даже, знаете, как очень даже приличным был. А потом вот, как говорится, тихой цапой что-то начало происходить. Да? Начал себя проявлять, свою вот эту вот суть подленькую начал проявлять. Вот. Вы сначала думали, ой, показалось, да не может же он быть таким плохим, а потом все хуже и хуже, все больнее да больнее. Обижал девочки, обижал, причем обижал очень сильно. Знаете, поймете вы про него, поймете, все про него поймете, суть его поймете. Знаете, даже и признаться он сам может. Знаете, как в горячке вам может даже в чем-то признаться. Смотрите, какое-то прям правильное решение вы принимаете. Но кто-то паузу точно возьмет, да, то есть как не развод, не расход, а вот пауза так на время, да, подумать. Ну, а кто-то прям вещички там с окна ее выкинет и скажет он туда, давай, проваливай, твое место на помойке или на мусорке. Прям выгонит мужчину. И знаете, девочки, такое облегчение придет в вашу жизнь. Тут не сказать, ни словом передать, да, вот прям легко станет. Легко, и энергия ваша при вас останется. Он же вас страшным образом вампирил. Вот, так что все вот меняется в личной жизни. Вот эти страдания, они уходят, беспокойство уходит. Какая-то, знаете, безнадега, да. Вот, как страх, да, на нервах, на иголках целый день, вот с утра до ночи. Господи, что у него там в голову придет, да, каких от него приколов там новых ждать. Вот кто-то еще из-за детей мог бояться, может, детей ваших трогал, да, либо общих детей трогал. Не, тут отворот-поворот, причем достаточно мощный идет. И облегчение. Вот что мне нравится, что идет облегчение. И сразу поймете, чего проблемы и беды были в вашей жизни. Да. Мужчина никудышний, абсолютно никудышний. Тут, конечно, бы разобраться, откуда он такой никудышний, но вижу, что он обуза, очень сильная обуза. Обуза, по рукам, по ногам смотал, еще и как по голове все время при этом дубиной бил. Вы от него вообще слабая такая были, вот прям силы, энергии не хватало. Ну ничего, прозрение идет, правда она вскроется, и главное, что правильное решение вы примете. Так, следующий момент. Момент связан с дорогой. Здесь дорога. Почему-то мне парус на колесах вышел. Не знаю, парус на колесах. Может быть, вы хотели куда-то подальше, а поедете поближе? Либо наоборот, вы хотели поближе, а на самом деле по судьбе подальше. Но это событие в правой стороне, это событие очень хорошее. Вы смотрите, вы на этой колесной паре стоите и парус в руках держите. То есть все-таки дорога будет. Дорога будет. Может быть, не совсем туда, где изначально планировали, куда, вернее, изначально планировали, а может быть и немножко по-другому отыграется. Может быть, знаете, как судьба вот зовет вас, а у вас как выбора нету, да? Надо, вот как без вариантов. Позовет именно туда, где вам суждено оказаться. Вот, окажетесь, поймете, да, почему именно там вы оказались. Но там вам очень хорошо будет. Очень хорошо. Там у вас прям звезда идет большая. И дом у вас там идет большой. И гриб у вас над головой вырос. Но я так понимаю, заработки очень хорошие. Да? Либо жизнь такая добрая, обеспеченная, спокойная идет жизнь. Когда не нужно там надрываться, спину горбатить 24/7, света белого не видеть. Нет, там очень-очень прилично вам будет. Спокойно, так хорошо, уверенность завтрашнего дня. Так жирком таким хорошим обрастете. Вот именно благополучие. Жирок благополучия идет. Но я очень рада. Очень рада. Может быть, вы уже где-то оказались, ну, например, за границей, да, либо вы оказались в каком-то там городе, населенном пункте, и никак понять не можете, а что я тут делаю. Ну вот, пожалуйста, идет раскрытие, поймете, что вы делаете. Главное, что вы не с пустыми руками, и вот жизненно наполненная все-таки идет, счастливая наполненная жизнь. Так.
Вот кто-то у меня расстался. Тут либо расставание какое-то очень болезненное, либо потеря человека очень болезненная идет. Здесь, смотрите, персонаж какой-то прячется. Вы знаете, как прячется, капюшон надел, в такой накидке прям, да, с головы до пят. В том, что вы расстались, либо что вы потеряли этого человека, есть вина какой-то личности. Личность темная, личность себя не показывает. Либо, может быть, долго, вот как недолго, а много времени прошло, а вы все думаете, а как же так произошло, а как же так случилось. Вот вы как чувствуете, что не просто так это было, да, что не судьба это была, что есть виновник у этой ситуации. Знаете, вы как будто бы эту, ну как не вуаль, да, накидку с человека скинете. Вы узнаете, кто виновник в вашей трагедии, да, в этом болезненном расставании. Здесь правда такая ошеломительная. Мне даже трудно об этом говорить. Я вижу ваши потрясения, вижу, что вы очень долго будете отходить от этого. Очень запутанная какая-то история, а правда, ну такого даже и в фильмах не показывают, девочки. В это очень сложно будет поверить, но вы своего добьетесь, правда все-таки пойдет. Вот причина, да, имя. У этой причины есть имя. Это не просто так случилось. Вам нужна эта правда. Вот чтобы жить дальше, чтобы выстраивать свою жизнь, вам нужна эта правда. И эту правду вы вот сами получаете, вот как добываете эту правду. Вот может быть вы сейчас какие-то расследования проводите, там справочки наводите, вы добьетесь, и эта правда пойдет. Вы не только правды, кстати, добьетесь, вы еще добьетесь наказания для этого человека. То есть ответит, знаете, у кого-то прямо и по закону мирскому, и по Божьему закону ответит человек. Вот. Но кто у меня человек верующий, кто к высшим за защитой обращается, то тут сразу присудят, еще при жизни присудят. Кто далек от веры, но здесь мирское наказание, неотвратимое мирское наказание. То есть суд по букве закона, человек отвечает за свои вот такие нехорошие деяния. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.